Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Откровенный разговор». И сегодня у нас в гостях врач, наш любимый Булат Маратович. И мы хотели бы с ним провести нашу беседу. Здравствуйте, Булат Маратович. Здравствуйте. Мы очень рады, что вы нашли время в своем очень плотном графике и пришли к нам в гости и готовы поучаствовать и ответить на наши все интересующие вопросы. И вот очередным таким, скажем так, моим вопросом будет просто расскажите нам, пожалуйста, как вы, кто вы, откуда вы родом, почему выбрали профессию хирурга? Родом я с Казани, родился в Казани, детство прошло у меня в Хорватии. Потом я поступил в медицинский институт, закончил его, там я встретил свою любовь. Вы ее прекрасно знаете, она уроженница вашего района, то есть Рыбословодского. Я переехал сюда. О чем ни грамма не жалею. Когда вы спросили меня о том, что я почему выбрал профессию хирурга, я немножко, скажем так, перефразировал, почему я выбрал профессию врача. Потому что хирургия это направление, то есть, скажем так, медицины врачебной, как говорят, да, то есть и значимость. Я прекрасно понимаю, что мы то есть делаем, не только лечим, как говорится, но еще у нас есть, руками работаем, как люди воспринимают все дело. Но все-таки, экскурс сделал, что, в принципе, в самом начале Средневековья там был врач, операции делал цирюльник, парикмахер. В средние века приходил, вот черцил здесь, черцил, вот здесь скрывай, вот это сделал. В определенное время хирурги стали врачами. Вы правильно поймите, делать операции это одно дело, но еще хватает, чтобы поставить диагноз, а потом выходить больного. Иногда зачастую операция, она чисто технически выполняется очень легко, быстро, а вылечить больного, выходить его, это уже две разные вещи. Делать операцию, как вы говорите, там, подойти вот так вот, нарисовать и нарезать. То есть это же страшно, это же все-таки сложно, к этому нужно быть как-то готовым. К этому надо быть готовым, это однозначно, страшно быть не должно, и страх это всегда не самый лучший попутчик. Ответственность, да, то есть, всегда любая операция, манипуляция, она всегда имеет риск, ответственность, поэтому нельзя относиться, скажем так, к операции, что это рядовая операция, другая не рядовая. Как у нас в хирурге есть такая фраза, какая самая легкая операция? Аппендицит. Какая самая тяжелая операция? Аппендицит. Были случаи, когда я операцию аппендицит, то же самое, которую мы вспоминаем, я делал за 15-10 минут даже. А были случаи, когда 2,5-3 часа. Так что тут пути не стоит. Каждый случай уникален. Уникален, конечно. Вот вы упомянули, что у вашей супруга тоже врач. И вот каково это быть семьи, которая и муж, и жена врачи, и вообще сложно ли это? Более того, мы еще в одном коллективе работаем. То есть, скажем так, особенности, конечно же, есть, соответственно, мы прекрасно понимаем, то есть она это прекрасно понимает меня, то есть в какой-то степени это положительная сторона, потому что, опять-таки, она прекрасно понимает, что работа ответственна, что я не просто ушел куда-то ночью там на работу, то есть, а то, что меня вызвали по делу. Но то, что обсуждение, скажем так, дома, я стараюсь своих семейных проблем хватает, как говорят, да, то есть у меня, кроме того, у нас двое замечательных детей, дома тоже работы достаточно. Я стараюсь, опять-таки, оставлять рабочие моменты, работу на работе. Хорошо. Но никогда не забываем про нее. То есть, как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно, да? Сколько лет уже вы работаете в медицине? В медицине я уже 23 года, а непосредственно врачом-хирургом 21 год. А вот какой-нибудь самый запоминающийся случай вы можете нам рассказать? Запоминающих случаев много достаточно, то есть они постоянно происходят. У меня даже мысли были, как списать дневники, скажем, как записки врача. До этого у меня руки так и не дошли. Но, скажем так, я по-другому скажу. Наши профессии, к сожалению, к счастью, встречаешь выше проявлений человеколюбия, человечности, доброты, но при этом встречаешься в таких случаях, скажем так, низменности, скажем так, что за человечество, за людей, в которых просто становится стыдно. Таких случаев тоже бывает. Запоминающих случаев очень много, поэтому могу сказать. То есть, конечно, всегда впечатляется, вспоминается только хорошее. А вот самый такой, сейчас, как сказать, давайте я скажу, экскурс даже не случай запоминающийся, то есть, я пропирал одну девочку, она, помню, до сих пор наук, я только сюда приехал, буквально год-полтора работаю, операцию прошло все нормально, замечательно, она выписалась, и через полгода я приехал на досмотр в школу. И эта девочка, 10-летняя, она сорвала астра, это с клумбы, занесла меня, сюда. Это было так приятно и привезла домой. Действительно трогательно. А
А вот, Маратович, вот какое ваше жизненное кредо? То есть что заставляет вас утром просыпаться, вставать, идти, помогать, побеждать? Неправда, то есть, неправда. Быстрее, выше, сильнее. Замечательно. Самое такое настоящее мужское правильное кредо. Много ли у вас друзей было, Маратович? Вот Ну, есть, друзья есть, само собой. Видишь, могу сказать, что их не может быть много, скажем так, да, но те друзья, которые есть, они, скажем так, проверены годами, мы дружим, то есть я знаю, что я всегда могу положиться. Потому что я всегда в таких случаях говорю, что дружба для меня никогда не была пустым звуком, и мои друзья это прекрасно знают, потому что, как я в таких случаях говорю, друг он познается именно в беде. Для меня друг это человек, который, я знаю, например, что мне будет плохо, вот если я пойду стану навстречу, в сторону друга. Вот это заключает дружбу. Мои друзья знают об этом. Это самое главное и надежная опора. Вот вы упомянули, что у вас двое замечательных сыновей. Вот вы и ваша супруга врачи. Ваши дети, они пойдут по вашим же стопам? Старший уже точно не пойдет, потому что поступил в этот другой институт, скажем так, другого профиля. А младший, если он выберет профессию врача, то есть, все-таки, если он скажет: пап, я хочу стать врачом, я вначале приведу в больницу, опять-таки, пусть немножко поработает санитаром, просто на уровне, спокойно, что, скажем, что заключается медицина. И понять правильно, что медицина это не только, скажем так, это белый халат, то есть это, но при этом и, скажем так, и ты должен больным относиться одинаково. То есть привезли тебе там начальника большого, там, и простого трудящегося, как говорят, да, то есть это там ответственного работника, тоже могут привезти, скажем так, из улицы привезти, там, извините, там, плохо одет, там, каким пахнет плохо, а ты его должен также посмотреть, также обработать, также лечить. То есть поэтому я сразу говорю, профессия врача, если нет страданий, лучше не идти. Если он скажет, страданий нет, врачу становиться не надо. Вот мы знаем, что вы как врач уже много-много лет приносите пользу, но также мы знаем, что вы стали депутатом нашего районного совета, да? И также курируете вопрос, проект даже, один из важнейших национальных проектов у нас. И вы занимаете должность руководителя фракции партии «Единая Россия» в Совете Ромесловодского муниципального района. И вот правда ли, что вы собираетесь оставить свой пост врача и полностью уйти в политику?